Сәлем, дуслар! Бүген бездә кунакта Фәрхәт Гафаров. Фәрхәт, исәнмесез? Здравствуйте. Мишка мультфильмын төшерү идеясы ничек барлыкка килде? Данный мультфильм является моей дипломной работой. Я закончил Казанский государственный институт культуры, факультет кино и телевидения. И все обучение я думал, что же мне интереснее всего создавать. И под конец обучения пришел к тому, что интереснее всего мне создавать мультфильмы. Мне захотелось создать в качестве дипломной работы какой-нибудь мультфильм, так как мультфильмы это мое увлечение с самого детства. И, разумеется, я рассматривал несколько различных вариантов и остановился в конечном счете на том варианте, который придумал еще в своем детстве вместе со своим братом Тимуром Гафаровым, который, кстати, является художником мультфильма. Это идея о противостоянии двух мишек, доброго мишки-пасечника и хитрого мишки, об их комичных противостояниях. Этакая идея в стиле «Ну погоди» или «Том и Джерри». Я придумал это еще в детстве, и во время обучения, во время создания дипломной работы мы таки смогли реализовать свою мечту, создать мультфильм на эту тему. Таким вот образом родилась идея этого мультфильма. Бик кызык. Ул узак ясалдымы? Мультфильм создавался около 8 месяцев на последнем курсе обучения. По сути, практически двумя людьми, мной и Тимуром Гафаровым, как я уже сказал. На самом деле, этот срок 8 месяцев – это довольно быстро. И не только для мультфильма, который создается всего двумя людьми, но и вообще для любых мультфильмов такого хронометража. У нас он около 16 минут. Потому что, на самом деле, во всех мультсериалах мультфильмы они создаются примерно год. Каждая серия мультфильма создается примерно год. Потому что непосредственно они создаются одновременно. Но тем не менее, на создание полноценной серии уходит около года. Поэтому то, что мы смогли создать за 8 месяцев, это на самом деле рекордно быстро для такого пластилинового мультфильма такой длительности. Сез мондай мультфильмнарның циклын төшерергә планлаштырасызмы? Да, именно так. Мы планируем из этой идеи сделать целый сериал, потому что на самом деле то, что мы сделали, тот короткометражный мультфильм, он на самом деле является чем-то вроде пилотного эпизода для целого сериала. Поэтому было бы неплохо на основе этой идеи сделать сериал, что мы и планируем сделать. Потому что, как нам кажется, эта идея достойна целого сериала. Дело в том, что мы как-то раз даже показывали этот мультфильм в детском санатории, показывали детям и спрашивали у них, интересно ли им было бы посмотреть такой сериал, достоин ли этот мультфильм сериала. И все они ответили положительно, что их очень заинтересовало и им очень понравилось. Поэтому если собрать команду, заинтересовать телеканалы или студии, то нам было бы очень интересно, конечно, создать из этого целый сериал. Было бы неплохо, если бы мы смогли бы создать такой казанский мультфильм, который, так сказать, был бы нашим республиканским продуктом. Почему бы и нет? В этом мультфильме мы показали концепцию мультсериала, персонажей. Можно было бы создать множество различных сюжетов, потому как мне кажется, мне хорошо понятно то, что интересно детям, и мне было бы несложно это создавать. Да и вообще, создание такого мультфильма, оно в принципе было бы не особенно затратным и не особо сложным, если опять же таки набрать людей, набрать команду. Поэтому да, конечно, почему бы и нет, мы бы очень хотели.
Бүгін бізде қонақта Фәрхат Гафаров. Пластилин мультфильмнар ясауның ауырлығы неде? Поскольку мультфильм пластилиновый, то, естественно, основной сложностью была работа с пластилином, потому что пластилин это ведь такой материал достаточно неустойчивый, и приходилось тратить много времени для того, чтобы установить персонажей, чтобы они не падали, не деформировались и не таяли под лампами, и быстро их фотографировать, потому что они начинали быстро деформироваться. Да и вообще пластилин на самом деле не самый в этом плане удобный материал, потому что даже в профессиональных знаменитых пластилиновых мультфильмах там зачастую пластилин-то не используют, там используют силикон или какие-то другие заменители. Вот, поэтому в этом была такая сложность. Но еще, конечно же, на этапе монтажа сложно было вырезать зеленый фон. Дело в том, что когда мы создавали мультфильм, мы многие декорации, многие фоны делали компьютерной графикой, потому что это выглядело эффектнее. Вот, поэтому мы просто фотографировали сцены на зеленом фоне, а затем вырезали его на компьютере. И многие кадры, они не вырезались так просто. Приходилось для этого изобретать какие-то методы, ну и муторно и долго сидеть и вырезать для каждого кадра. Представьте, что там кадров-то были 1000, и вырезать для каждого кадра зеленый фон. Конечно же, это было не то чтобы даже сложно, но скорее муторно. Ну, конечно, на этапе монтажа это цветокоррекция, компьютерная графика. Мы, кстати, в мультфильме немало компьютерной графики применяли, потому что не все можно сделать, естественно, пластилином, поэтому что-то приходилось делать графикой, изобретать какие-то на ходу новые техники, новые совмещения различных техник анимационных. Вот, поэтому, естественно, создание любого мультфильма, да и вообще любого фильма, это одна сплошная сложность. Но все на самом деле довольно относительно, потому что, например, мне кажется, что значительно сложнее создавать кино с актерами, работать с актерами и так далее. А для кого-то, наоборот, создавать мультфильмы сложнее, чем снимать фильмы. Поэтому, ну, тут уж для кого как. Для нас с Тимуром это было не то чтобы так сложно, но скорее какие-то моменты были муторными. Фәрхат, сіз персонажларны ничек сайладыгыз? Ну, главных героев, Мишек, как я уже сказал, мы придумали с Тимуром еще в детстве, поэтому здесь мы ничего не гадали, а просто использовали эту идею с детства. Ну, конечно же, придумав им какую-то более современную внешность по сравнению с тем, что мы придумали тогда. Но, конечно же, в мультфильме мы добавили множество новых персонажей, которых придумали уже сейчас. Ну, для меня это было несложно, потому что когда ты придумываешь каких-то персонажей, фантазируешь, ты так или иначе, опять же таки, обращаешься к детству, к каким-то архетипам, которые известны тебе с детства, и таким образом ассоциативно придумываешь что-то новое, что, на мой взгляд, несложно для любого человека, кто занимается искусством, художеством или еще чем-то в этом роде. Один из, опять же таки, центральных персонажей — это Свин, очень забавный персонаж, который подчас получился забавнее главных героев, и он смешит зрителей больше всех. Когда мы показывали, опять же таки, детям мультфильм, то больше всего смеялись именно на сюжеты со Свином. Свин — это тоже такая придумка, которую мы довольно долго разрабатывали. Вообще мы придумали его вместе с Лилией Шигаповой, художницей, которая помогала нам с созданием раскадровки, с созданием сценария для мультфильма. Так вот, мы достаточно давно уже придумали этого Свина. И вообще изначально этот этакий прожорливый, ленивый, помешанный на еде Свин, он должен был быть черного цвета.
Но как-то потом мы решили, что розовый, такой оранжеватый розовый цвет, он выглядит покрасочнее, посмешнее. И так вот появился новый персонаж. Қызыклы әңгәмә өчен зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Зрителям ШН ТВ я желаю взять какие-нибудь карандаши, ручки, фломастеры, краски, взять лист бумаги или лист картона и порисовать что-нибудь, посоздавать каких-нибудь персонажей, посоздавать какие-нибудь вселенные, воплотить свои идеи в жизнь и вообще не стесняться воплощать свои идеи, делиться своими идеями, не стесняться своих каких-то задумок. И потому что именно эти идеи, именно эти вселенные, фантазии, которые вы придумываете, именно это и есть настоящий вы, это вся ваша искренность. И поверьте, это обязательно вам пригодится в жизни, это обязательно сделает вас умнее, лучше и сделает вас счастливыми. Дуслар, Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.